بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية. Уроки арабского языка. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые друзья. На предыдущих уроках мы проходили такую тему, как указательное местоимение мужского рода для дальнего расстояния «далика». На седьмом уроке же мы затронем опять же указательное местоимение для дальнего расстояния, но женского рода «тилька». Итак, начнем наш седьмой урок. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Первый том, седьмой урок. الدرس السابع. تلك اسم إشارة للمفرد المؤنث البعيد العاقل وغير العاقل. То есть частица или же имя тилька – это указательное имя, указательная частица, лиль-муфрад для единственного числа, аль-муаннафи женского рода, аль-баид, который находится на дальнем расстоянии, аль-акиль для разумных, ва гайр аль-акиль и неразумных веществ. Аль-акиль тилька сумейяту, та сумейя. Сумейя – это женское имя. Тилька табибатун, та врач, женщина-врач. Тилька тауилатун, та длинная. Гайру акиль для неразумных веществ. Тилька баттатун, та утка. Тилька бейдатун, то яйцо. Тилька накатун, та верблюдица. Как мы видим, тилька используется для дальнего расстояния, для имен женского рода и единственного числа. Асмауль ишарат лиль кариб, указательные имена лиль кариб, которые находятся на близком расстоянии. Для мужского рода будет хада, а для женского рода будет хадихи. К примеру, хада Хусейн – это Хусейн, хада камис – это рубашка. То есть предмет находится на близком расстоянии мужского рода. Если предмет находится на близком расстоянии, но женского рода, то будет хадихи. Хадихи рукайяту – это рукайя, имя женское имя. Хадихи хадика – это сад. Также есть имена для дальнего расстояния. К примеру, для мужского рода будет далика, а для дальнего расстояния, но женского рода будет уже тилька. Тилька мумарридатун, та медсестра. Тилька даджаджатун, та курица. Далика хаджарун, то камень. Далика муэдзин, тот муэззин. То есть показателем женского рода, имен женского рода в арабском языке является частица та марбута. Здесь также дается пояснение. Ас-саату Аббасин хадихи. Это часы принадлежат Аббасу ли? Это часы Аббаса ли? Ля хадихи саату Хамидин. Это часы Хамида. Тилька саату Аббасин. Те часы Аббаса. Фи хадаль миталь. На этом примере хамзатуль истифхам. То есть вопросительная частица алиф с подставкой сверху хамза. То есть на русский язык обычно переводят как ли. То есть это часы Аббаса ли. Обычно после такого вопроса дается ответ аль-джаваб би наам ауля. То есть ответ да или нет. Хамид, слово хамид является здесь мудафун илей. Хадихи, частица хадихи является исму ишаратин лиль муаннас аль кариб гайр аль акиль. То есть указательное имя для лиц женского рода, которые находятся на близком расстоянии, но для неразумных. Тилька исму ишаратин лиль муаннас аль баид гайр аль акиль также является указательным именем женского рода, но для дальнего расстояния. Гайр аль акиль для неразумных. Саату Аббасин. Аббас здесь является мудафун илей.
То есть вот это словосочетание саату хамидин, часы хамида, часы здесь является мудаф, это вся эта изофетная связка, изофетная конструкция. Саату является мудаф, а хамидин является мудафун илей. Теперь непосредственно перейдем к нашему уроку. Ад-дарсу сабиу. Ман хадихи. Кто это? Хадихи аминату. Это амина. Это имени. Ваман тилька. А кто та? Тилька фатимату. Та Фатима. Фатиме. Хадихи табибатун. Это врач, женщина. Ватилька мумарридатун. А та медсестра. То есть, если предмет находится на близком расстоянии, то в зависимости от мужского или женского рода хада, хадихи, если предмет на дальнем расстоянии, то далика или же тилька. Тилька для лиц женского рода, а далика для мужского рода. Хадихи миналь хинд, это из Индии, ва тилька миналь ябан, а та из Японии. Хадихи тауилатун, она высокая, ва тилька касиратун, а та невысокая. Касира, короткий, маленький переводится. Ман хада, кто это? Хада хамид, это хамид. Ваман далика, а кто тот? Далика алиюн, тот Али. А тилька даджаджатун, та курица ли? Ля, тилька баттатун, нет, та утка. Ма тилька, что то? То есть, что то? Тилька байдатун, то яйцо. Хадихи сайяратуль мударриси, это машина, хадихи, это машина преподавателя, а та машина, ватилька, сайяратуль мудири, а та машина директора, директору принадлежит. То есть изофетная конструкция, изофетная связка, мы говорили, выражает принадлежность чего-либо или чего-либо кому-либо и так далее. Саату Аббасин хадихи, эти часы Аббаса ли, то есть эти часы Аббасу ли принадлежат? Ля, нет, хадихи саату хамидин, нет, это часы Хамида. Тилька саату Аббасин, те часы Аббаса. Аббас это мужское имя. Далика дикун, тот петух, ватилька даджаджатун, а та курица. Тамарин, упражнение, икра вактуб. Здесь нужно прочитать и переписать. هذه مدرسة وتلك جامعة. ذلك حمار وتلك بقرة. ذلك مسجد, мечеть ли та? لا, تلك مدرسة, нет, та школа. هذا جمل, это верблюд, وتلك ناقة, а та верблюдица. هذه مدرسة, это преподавательница, учительница, وتلك طالبة, а та студентка. هذا كلب, это собака, وذلك قط, а та кошка. هذا بيت المؤذن, это дом муаззина, وتلك حديقة التاجر, а тот сад бизнесмена, торговца. Во втором задании أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك. То есть здесь нужно проставить указательные имена для дальнего расстояния, опять же в зависимости от, смотрим, если слово является женским родом, то будет тилька. Если слово является мужским родом, то будет далика. Что тилька и далика переводится на русский язык приблизительно как то, та, но арабский язык делает различия между мужским родом, женским родом, а в русском языке есть и мужской род, и женский род, и средний род. Среднего рода в арабском языке нету. Во втором задании, как мы говорим, нужно проставить далика или тилька. Уммун, мама. Нужно сказать та мама. Мама в арабском языке является женским родом, независимо от того, что нет, так скажем, явных показателей женского рода в арабском языке. Мы знаем, вот это та марбута. Та марбута является показателем, что имя находится в женском роде. Поэтому некоторые имена, такие, допустим, как Кидрун, несмотря на то, что нет здесь та марбута, оно является женским родом. Допустим, парные тела, айнун, тоже является женским родом в арабском языке.
Тилька уммун. Во втором «Залика абун». Тот отец. «Залика калямун». То карандаш, ручка. «Тилька мил'акатун». «Тилька айнун». «Залика хаджарун». «Залика камисун». Та рубашка. «Тилька кидрун». Каструля. Та каструля. «Тилька нафизатун». То окно. «Тилька бакартун». Та корова. «Залика мактабун». То офис или же письменный стол. «Тилька накатун». Та верблюдица. «Залика мухандисун». «Залика муэддин». «Тилька мумарридатун». «Залика сарирун». «Тилька хадикатун». «Тилька талибатун». «Залика джамалун». «Тилька баттатун». Аль-калимату аль-джадида. Новые слова к 7-му уроку. Аль-мумарридату. Медсестра. Аль-хадикату. Сад. Аль-баттату. Утка. Аль-муэддину. Муэззин. Аль-накату. Верблюдица. Аль-байдату. Яйцо. Асмауль ишарат лиль кариб. Имена указательные для близкого расстояния. Хада. Хадихи. Хадихи для женского рода. Хада для мужского рода. Но для близкого расстояния. Залика хамид. Тилька зайнаб. Оба эти имена являются также асмауль ишарати, то есть указательные имена для дальнего расстояния. Все, в принципе, урок на этом закончился. أقول هذا ونستغفر الله ونتوب إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.